билиги. Николай Васильевич Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» айнныдыттан быгатарды. Толороллор 6А класс коллективе. Салаятчы Ефремова Сардана Николаевна. Посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Коляда, коляда, подавай пирога, блин да лепешку, заднее окошко. Не дашь пирога, мы корову за рога, не дашь блинка, мы хозяина в пинках. Усі сади та й розлітала. Щедрий вечір, добрим людям на здоров. А одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрим людям на здоров. А в тім саду та й не телеми. Щедрий вечір, добрим людям на здоров. Вечера на хуторе близ Диканьки. Вы, наверное, думаете, гадаете, что это же за Диканька и чем она так интересна, что мы о ней собираемся вам рассказать. А это очень примечательный поселок, в округе которого много хуторов, а в каждом свои заметные жители. Вот как раз об одном таком хуторе и его обитателях мы вам и расскажем, и о том, какие приключения произошли с ними однажды перед Рождеством. Богат и важен казак Чуб, но ленив он и не легок на подъем. Оксана, дочь Чуба, про нее на селе говорили, что она капризная красавица. Кузнец Бакула, силач и детина хоть куда. Солоха, мать Бакулы, ох и добрая баба, говорили на селе, про нее степенные казаки. Дьяк Осип Никифорович, он хоть и не степенный казак, но и про него говорили, что не избегал чар несравненной Солохи. Кум Панас и его друг Ткач Шаповаленко, им все равно сидеть ли дома или тащиться из дома. А Дарка, подруга Оксаны, самый обыкновенный черт. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Месяц заглядывал украдкой в хаты, как бы вызывая нарядившихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. А ведьме с чертом не сидится, вон на небе веселится. В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Что за дело? Смотри, смотри на нас! Что? Как что? Месяц занимает? Что
А тем временем в хате Чуба дочь красавица Оксана в зеркало глядит и собой любуется. Чего это людям вздумалось расслаблять, будто бы я хороша? Ох, люди, и совсем я не хороша. Ну, разве что брови и очи мои. Ну что ж тут хорошего в этом вздернутом кверху носе, и в губах, и в щеках? Нет, я вижу теперь, что я совсем не хороша. Чудная девка, часто едет, хвалит тебя вслух. Хороша, ой, как хороша, чудо! Ты зачем сюда пришел? Разве хочешь, что выгнала за тебя лопатою? Любишь ты меня. Что? Сундук мой готов. Будет готов, моя Сергеенька, если правильно будет готов. А как будет расписан, не сердишь же меня. Можно поговорить, хоть поглядеть на тебя. Кто же тебе запрещает? Говори и гляди. Позволь мне посидеть. Что? Постоять возле тебя. Однако девчата не приходят. Давно уже пора коледовать. Мне становится скучно. Бог с ними, моя красавица. Как бы не так, непременно придут. Значит, тебе весело с ними. Ну уж точно веселее, чем с собой. Оксана, посмотри, сколько мы наколедовали всякой всячины! О, Дарка, у тебя новые черевички. Какие хорошие, еще и золото. И в душе ли моя непреклянная Оксана. Тебе достану черевички, такие черевички, что сама редкая паночка носит. Ты? Посмотрю, где ты достанешь такие черевички, которые смогла бы я надеть на свою ногу. Ну, разве что принесешь те самые, что носит царица. Ишь, чего захотела? Да, будешь свидетельницей. Если кузнец Вакула достанет мне черевички, как у царицы, то вот мое слово, выйду за него замуж. Смейся, смейся. Я сам смеюсь над собой. Будто только на одном свете одна Оксана. Только красоваться перед зеркалом мастерица. Куда только ум мой подевался. Я чуть-чуть спокойно. Только душу. А пока прячусь. Ваши шляпы так блеснули, все на дрова перевернули. Я вас люблю. Вот уж месяц подарю. Где же он? Неужели ты тяжелый карман уронил? А, и правда полон висит. Ой-ой-ой, спрячь меня! Добрый вечер, госпожа Солоха. Ха-ха-ха, здравствуй. А что это у вас великолепная солоха? Как что, Осип Никифорович, рука? А что это у вас величайшая солоха? Будто вы не видите, Осип Никифорович, шея, а на шее маниста. Что это у вас несравненная солоха? Осип Никифорович, перестаньте. Боже мой, спрячь меня. Открывай, Солоха, это Чуб.
Здравствуй, Солоха. Может, я помешал тебе, а? Может, я помешал тебе, а? Может, вы тут с кем-то забавлялись, а? Может, ты тут кого-то прячешь, а? Налей-ка, Солоха, чайку согреться, на улице вьюга как-никак. Холодно. Спрячь меня, Солоха, чтобы меня никто не видел. Что ты с ним кумаешься, не весел? Хотел маму спросить у тебя совета. Где взять черевички, что сама царица носит? Эх, и крепко тебя пробрало. Завтра праздник, а в доме не прибрано. Думается об этом. Я хочу думать об этой Оксане, а все думается. Да мешки-то потяжелели, все не могу нести. И это возьму. Кто это у нас такой рогатый? Это я, твой друг. Хочешь дом подарю, хочешь деньги подарю. Но Оксана, свадьба будет наша. Ну, коль так, то я согласен. Слыхал у вас, что крови расписываться надо. Погодь немного. Ваш родник исполнил полную шалит. Шутишь, говоришь? Ну тогда получай. Все, что угодно сделаю, Бакула, только не лжи на меня крест. Помилуй. В сей же час неси меня на спине, как птица вези. Куда-то надо. В Петербург, прям к царице. Все, сказал. Надо так надо, полетели. В преддверии новогодних и рождественских праздников проходили балы, и в Петербург стремились попасть все иностранные гости. Приезжали они не с пустыми руками, а с заморскими дарами. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего сделаны ваши черевички на ваших прелестных ногах? Право, мне тоже нравится эта простота ушей. Тебе так понравились мои туфельки?
бы моя Жинка надевала такие черевички. Тебе хочется иметь такие же туфли? Это не трудно устроить. Распорядитесь, мой друг. Принесите ему сейчас же самые дорогие башмачки с золотом. Доволен ли? Красота! Если у вас все, милейший, то наверняка пора. А ну, черт, вези меня как Саня, да подживей! А по хутору молва пропал кузнец, вот беда! Что-то долго нет вокруг. Погадай, что-то на душе тревожит. Зачем я должна быть Он так любил. Нет на свете такого надежного парка, как вокруг. Ну, наконец-то поняла, вот ему карта, дальняя дорога. Он казенный, богатый, либо дворец. А вот дама очень важная, вокруг много людей. Да это же царица. А вот какой-то брюнет позади ним вертится, то помогает, то гости строит. Да это же мой... Чё? Кто? А вот кто! Оксана, погляди, какие тебе черевички принес! Что сама царица носит! Нет, мне не нужно черевичков. Я и так согласна. Похоже, дело идет к свадьбе. Вот это кузнец слово. Не достал черевички от самой царицы. А как ярко сегодня светит месяц, прям горит. Да, примета хорошая! Мақтанабыт алтыс